Итак, мы находимся в другой аудитории. В данной аудитории, то есть сейчас вам будет представлено квадрокоптеры, то есть это беспилотные летательные аппараты. То есть в данном случае Евгения, также студентка второго курса, расскажет вам, как происходят полеты, то есть и что у нас обучает студентов и учеников. Этот дом управляется с помощью приложения Stella. Вы можете видеть себя. Он управляется с помощью как джойстика. Очень просто, он комнатный, летает только в аудитории. Также здесь есть различные режимы полета, с помощью которых дрон может совершать разные трюки. Отлично. А какое применение практическое? Ты сразу сейчас себя видишь, тебя снимают, смотри на телефоне. Кому-нибудь на голову можно Смотри, тебя снимают. На голову Это вряд ли. витает на 5 минут. А запись возможно, да? Да, здесь записывается полностью, то есть да. Вот, на ладошку, на Уже не ладошку. сядет, он для время прошло. Давай еще раз. Постаралась. Да. А этот, что, управляется с обычным С телефоном? обычного телефона, да. То есть можно подключать. На самом деле его тоже можно программировать с помощью приложения. Здесь стоит камера 720p, ну, соответственно, какое-то видео, то есть фотографии, все это делается на телефон. В открытой продаже есть такие? Да, конечно, они продаются, их можно летать, они весят 58 грамм, поэтому регистрация и какие-то разрешения брать не нужно. Соответственно, стоимость была, скажем так, до Нового года 5000 рублей, сейчас стоит 15. Ну, в магазине в этом. В DNS 15. DNS? А какая высота полета? 11, да? Да. Высота полета. В данном случае у него высота 5 метров вверх. Летает 5 минут, то есть, и потом, соответственно, полчаса заряжается. Стоят аккумуляторы обычные, то есть, 3 аккумулятора в комплекте. А зона управляемости какая должна быть? То есть, Это для 5 метров, помещения. 5 метров, да? Нет, для помещения. А, только для помещения? Это чисто для помещения, это не для улицы. Для улицы это другие, то есть то, что у нас есть, да, дроны, коптеры, которые А уже почему там. нельзя на улице? Ветер. То есть А, он то его есть сдувает, да. То есть он легкий. Он всего 58 Еще грамм. в помещении его использовать Для обучения учеников. То есть ученики у нас учатся взлетать, управлять, но Ну, в здесь даже принципе, съемка. и программирование и так далее, да. Кроме этого, так как есть камера, то можно поставить, условно говоря, коды, то есть он подъедет к коду, увидит код, и, соответственно, на основании этого кода он будет выполнять ту или иную задачу. То есть программируется? Да, то есть он прилетел, увидел, техническое зрение, повернулся. А камера только горизонтальная? То есть, да, горизонтально. В данном случае, да. То есть он не может... Так нет, да. То есть они должны тогда получаться, стоять на определенной, то есть, скорости. А сколько он может поднять этого? Да ничего, он поднять. Нет, он... Там камера. Ну, что Там это? камера. Камера снимает просто. Там камера? Тут камера, да. То есть, тут вес он не поднимает, то есть... Нет, а вот у нас это Додо Пису, который, он собирался на этих писы разводить. Я поэтому и спрашиваю, сколько? Додо пицца это вот. То есть это уже, то есть, это поднимает до килограмма. То есть это уже коптер, который, да, то есть он раскрывается, и, Это соответственно, грузовик, да? ну это, да, то есть это, Может чего-то перевозить. да. То есть Почту доставлять. или 4К камера, соответственно, радиус большой полета, и управление, и программирование. Находит сам место, откуда взлетел, сам ищет и посадка. Точность плюс-минус 5 сантиметров. монтажникам, высотникам какую-нибудь деталь доставить. Легкую, да. Пассатижи, если уронил. Да, это можно. Ну, это очень хорошо для слежения. Потому что 4К на большое расстояние берет. Ну и камера тут получается Да. 3D, да? Но и он не запустится в помещении. Да, то есть для него, чтобы запуститься, нужно 5 метров высота, чтобы была. Здесь вот его не Здесь уже не запустить, это уже для улицы. Это кто это производит? Не наши. Для китайской, скорее всего.